Друзья, это проект «Испытано на себе». С вами Руслан Ачиров. И сегодня мы, если видно за этой пургой, которая сейчас поднялась в городе Новосибирск, вы увидите очертания квадроцикла «Сокол». Вот по эту руку от меня, соответственно, модель поменьше, стандартный «Сокол». Здесь находится модель побольше, это Сокол Трофи. Но я думаю, что вы догадались, что речь сегодня пойдет именно об этих снегоболотоходах, вездеходах Сокол. Но буквально несколько лет назад о них не знал абсолютно никто, потому что Алексей Поздеев, изобретатель этого квадроцикла, его еще не изобрел. Но после того, как он его изобрел, и в принципе эту историю мы сегодня услышим, узнаем более подробно. Но сейчас можно сказать, что имеется производство основное в Новосибирске, также есть филиал производства у нас в городе Якутске. И это говорит о том, что данный квадроцикл, он стал очень популярен. Он используется и на северах охотниками, оленеводами, используется рыболовами, используется просто любителями активного отдыха. И какие нововведения в конструктив ожидают в этом году квадроцикл «Сокол», ну а также из чего состоит производственная линия и как эти квадроциклы из простых железных труб и каких-то запчастей превращаются в настоящих покорителей бездорожья. Все это мы узнаем сегодня в выпуске передачи «Испытано на себе». Испытано на себе. Друзья, мы сейчас находимся в цехе финишной сборки квадроциклов «Сокол». Рядом со мной Алексей Поздеев, это конструктор, автор, изобретатель квадроцикла «Сокол». Добрый день. Привет. Алексей, ну я думаю, нужно познакомить зрителей с историей создания квадроцикла. История квадроцикла «Сокол» началась у нас в 2014 году, то есть это уже 7-й год мы работаем. Как это все началось? Мы рыбаки-охотники, любим путешествовать далеко. Чем дальше, тем лучше, тем интереснее. Ну, техника, которой мы пользовались, были обычные там джипы, да, нивы там всякие. Со временем понимали, что маленько не то, нужно заехать чуть подальше. Собрали там пробный вездеходик типа автомобильной компоновки. Поездили, посмотрели и пришли к выводу, что нужно что-то покомпактнее, побыстрее, попроходимее. И собрали в 2014 году первый, можно сказать, прототип квадроцикла «Сокол». Кстати, он до сих пор живой, он ездит где-то в Бурятии до сих пор. То есть уже, грубо говоря, 7-й год он на колесах. Все, мы выехали, на нем проехались, поняли, да, оно очень интересно. В принципе, аналогов не было в то время вообще никаких такого плана техники. И в каждой деревне, куда бы мы ни заезжали, к нам прям толпами подходили рыбаки, смотрели, фотографировались, говорили, мы хотим такую, нам нужна такая. То есть мы не планировали никакого бизнеса изначально, это не был бизнес-проект никакой. Просто было хобби, которое перетекло в любимое дело. То есть уже на протяжении 6 лет мы занимаемся только этим и ничем другим. Это тот самый случай, когда хобби превратилось в любимое дело. В принципе, я думаю, это идеальный вариант, какой только может случиться. У нас он получился. И техника, на самом деле, очень получилась интересная. Чем мы отличаемся от таких же болотоходов, вездеходов? Болотоходы настроены на передвижение по болотам, топям, там, по снегу, лишь бы он ехал туда, куда тебе нужно доехать. Да. Ну, идет в минус также максимальная скорость у них. В основном они едут где-то километров там 40, да, тот же, допустим, Шерпа, ну, там 45 километров в час, он едет везде, все хорошо, но ограничен этим. У нас максимальная скорость 85 километров в час. Это мы ее принудительно ограничиваем. Технически он может ехать больше, но так как шины низкого давления, они при большой скорости вытягиваются, теряют форму, поэтому мы ограничиваем 85. Вполне этого достаточно. Еще у нас получился такой интересный эффект, что у нас очень разный контингент клиентов, скажем так. Если на большинстве снегоболотоходов это рыбаки, охотники, промысловики, такие суровые люди, серьезные, то у нас получилось, ну, практически все наоборот. У нас очень много клиентов, обычные люди, дачники, которые катаются с детьми, семьями. То есть получилась машина такого выходного дня,
которая, ну, ее в принципе тебя никак не затрудняет взять с собой, прицепить даже за легковушку прицеп и прокатиться день там по полям, пособирать грибы, отдохнуть, там где-то речку переплыть. Там. Очень такой разный получился у нас контингент. Рыбаки-охотники, само собой. Ну и простые люди, у которых нету даже ни оружия, ничего, ни охота и рыбалка не нужна, они просто катаются. Поэтому получилось такое очень большое массовое распространение по всей стране. И не только по стране. У нас сейчас очень интересуются нами за границей, то есть у нас уже много кто знает. У нас уже есть, сформировалось имя, скажем так, за эти годы. В Арабских Эмиратах у нас уже около 6 штук бегает. В Казахстане очень много. Кстати, арабы очень заинтересовались. По песку идет он исключительно. И они прям насели. Вот на днях будем еще 4 штуки туда отправлять. Они прям там пищат от них. Все нравится им. Также интересуется Канада. Предлагают организовать сборочный цех совместный в Канаде. У них тоже очень большой рынок. Они тоже про нас знают. Есть интерес у них. Ну, нужно собирать на их территории. То есть мы это сейчас прорабатываем. Если все получится, то мы выйдем туда, еще на рынок, на этот. Там уже Америка будет. Ну, это все в планах. Как бы мы сами не стремимся, они сами к нам приходят, предлагают, а мы рассматриваем. То есть будем работать, не будем. Ну, получится, значит, хорошо. В данный момент у нас более 3000 квадратных метров производственных площадей. Это у нас разделено на 5 цехов. Сейчас мы находимся в цехе финишной сборки, где происходит уже окончательная сборка квадроцикла, установка обшивок. Тесты отсюда же происходят, контроль ОТК здесь происходит. В данный момент мы производим около 50 квадроциклов в месяц. То есть это тот объем, который мы делаем стабильно уже на протяжении довольно долгого времени. То есть примерно, если взять, да, 50 квадроциклов в месяц, даже учитывая все выходные, то 1,5 квадроцикла в день у нас выезжает. Это, как бы, считаю, что очень неплохой показатель. Но сейчас, друзья, я думаю, мы перейдем уже непосредственно к самому квадроциклу «Сокол». Алексей, как конструктор, как изобретатель, расскажет о его основных конструктивах. Мы постоянно следим за тем, что нам желают клиенты, какие новшества они хотят видеть, каким они хотят видеть квадроцикл. Мы всегда прислушиваемся, стараемся по мере своих возможностей реагировать. Вот. Недавно у нас произошла, скажем, глобальная переработка самой конструктивной схемы квадроцикла, а именно подвески, которая нами была разработана еще в далеком 2014 году. То есть 6 лет она отработала, появилась большая статистика, выявились слабые места, о которых мы в принципе не могли даже подозревать, не имея статистики. В основном нам информации много дали прокатные организации, которые сдают наши квадроциклы в прокат. У них очень большие пробеги, там по 6 тысяч за сезон пробегают. Вот. Также были пожелания добавить комфорта. То есть мы уже ушли от обычного болотохода, который еле-еле там едет по болоту. И люди начинают просить, чтобы так же комфортно, как мы идем по болоту, мы могли также комфортно передвигаться по пересеченной местности, по горам, там где-то прохватить по дороге. Были такие нюансы, что заднему пассажиру было не совсем комфортно. Его потрясало, скажем так, на кочках. Вот. Поэтому мы глобально пересмотрели конструкцию, изменили силовую раму, изменили, самое главное, подвеску. Вот здесь, на этом квадроцикле, стоит еще стандартная, скажем так, старая подвеска, где установлены рессоры и в нижней части, и в верхней. Но здесь видно, что верхняя рессора работает с противодействием. Вот. У нас ходят квадроциклы уже по 6 лет, с ними ничего не происходит, но при больших пробегах по горам, при большой артикуляции подвески ежедневной были случаи поломки верхней рессоры. Также видите, что здесь установлено внизу 2 листа. Это тоже компенсация того, что верхняя рессора у нас работает в противодействии. Мы все это дело учли, просчитали, подумали и сделали так называемую гибридную подвеску.
Она у нас сейчас уже запущена в серию. Вы можете посмотреть, вот стоят у нас 3 квадроцикла. На всех на них уже видны желтые рычаги подвески. Что нам это дало? То есть мы убрали верхнюю рессору как слабый элемент, как выяснилось. Мы убрали второй лист снизу. Это добавило нам мягкости хода. Теперь задний пассажир у нас едет в полном комфорте. Теперь у нас не будет поломок верхних рессор, потому что их просто нет. Мы эту подвеску уже, в принципе, обкатали. Все, что нужно доработать, доработали. И теперь она у нас уже в серии. Также у нас из нового очень много производится уже наших фирменных деталей, таких как воздушный фильтр, таких как ветровое стекло. Сейчас сделали новый кофр, большой, удобный. То есть сидеть, держаться за ручки, передвигаться заднему пассажиру будет намного комфортнее. Он гораздо большего объема, прям где-то раза в 3-4 больше, чем сейчас у нас стоит. Также канистры выпускаются под нашим брендом. У нас выпускается 4 вида шин низкого давления, именно Сокол. То есть мы не стоим на месте, постоянно развиваемся и будем продолжать это делать. Алексей, я думаю, возникнет вопрос у зрителей. Внесение изменений в новую подвеску, да, это как-то повлияет на конечную цену квадроцикла? Ну, когда мы установим не только новую подвеску, установим новый кофр, новые сиденья у нас тоже вышли, которые не промокают, бесшовные, со специальным пенным наполнителем, таким, как используют в автомобилях. Когда все это мы соберем в кучу, получим готовое изделие, то, скорее всего, нам придется немного поднять цену. В данный момент, вот вы видите, на этих квадроциклах, они все идут в порядке формирования заказов, то есть под клиентов. Здесь стоит уже новая подвеска, никаких дополнительных наценок за нее не было и не будет пока. Как только мы все, повторюсь, соберем в кучу, тогда просто неизбежно будет небольшое повышение, чтобы компенсировать все эти расходы на новые детали. Мы возобновляем 6х6. У нас уже был небольшой выпуск, там были проблемы с проходным редуктором. Но вроде все у нас решилось. И уже вот катаем модель обновленную. Здесь стоит мотор 2,4 литра Toyota, очень динамичный. Прям вот от обычного квадрика он по динамике нисколько не отстанет. Идет просто исключительно. Ну, по плавности хода понятно, что он не трясет ни по каким там, ни кочкам, никак. По динамике он тоже получился очень хороший. Но это прототип, скажем так, в будущем. Планируется, как только мы его хорошо обкатаем, мы его собрали уже осенью, и он ушел в зиму. То есть, как бы в грязь особо мы на нем не успели съездить. По снегу идет очень хорошо, может даже лучше, чем четырехколесник. Мотора хватает вполне. Но это прототип. В будущем мы все-таки сделаем спереди 2 посадочных места, сделаем теплую кабину к нему же, ну и, скорее всего, круглый руль. То есть это уже будет такой автомобиль, скажем так, 6-колесный грузовик. У него размер кузова там 2 на 3 метра, ну практически газель. Внутри стоит отопитель у него выбаста. Там включаешь на минимальный режим, там даже с таким тентом мы ездили в там, минус 20 градусов, тепло, прям можно без куртки сидеть спокойно. Принципиальная схема у нас вся переезжает на него, подвесочная, то есть все, в принципе, будет откатано. Я думаю, что у него будет будущее, потому что спрос на него есть. Люди интересуются, спрашивают, куда он пропал. Ну, были технические нюансы, которые мы все-таки решили. И все, он уже пару выездов у нас в снегу был, ничего не сломалось. Все с ним хорошо, будем доводить до ума. И уже потребитель он пойдет в конечном виде, не прототипом, а именно с теплой кабиной. 2 посадочных места, кузов. То есть у нас где-то есть видео, там в кузове у нас помещается 14 человек. 14? Да. То есть это можно использовать как маршрутку. Ну, либо перевозить грузы там какие-то комфортно в труднодоступные места. Я еще заметил колеса, да, здесь уже соколовские, да, лежат?
Да, это соколовские колеса. Это колеса на маленькие квадрики, на полторашки. Это у нас китайские шины. Они тоже вот здесь, они под брендом Max. Ну, мы сделали матрицу, сейчас делаем. Будет точно примерно такой же рисунок. Не точно, он видоизмененный, но смысл рисунка будет такой же примерно. То есть елка агрессивная, только здесь ширина у него 530. А мы делаем наше колесо шириной 600. И оно будет мягче намного. Вот минус китайской резины в чем? Китайцев нет зимы, они в принципе не сильно понимают, что такое мороз. И вот на этой резине, когда выезжаешь на китайской минус 20 и далее, краны просто открываешь, она остается круглой. То есть, нет, вообще никак. Они не могут понять, что нужно добавить там в резину или не знаю, там технические какие-то сложности. Но мы делаем сейчас свое колесо. Высота такая же будет, только оно будет чуть шире. Будет, повторюсь, 600. Это 530. Агрессивный протектор, который будет немного заходить еще на борт. И она будет мягкая. То есть она будет наиболее универсальная, я думаю. Выйдет она где-то в середине лета примерно. Вот сейчас мы находимся в сборочном цеху квадроциклов Про и Трофи. Вот с этого места, видите, да, с кучей железа начинается сборка наших коней железных. То есть тут происходит резко, то есть на хороших станках гибко. Далее мы идем на сборку. То есть выставлены мосты, на них сверху собирается рама. То есть силовая рама варится отдельно, сам каркас рамы верхний тоже варится отдельно. Все это делается в стапелях, режется на лазерной резке, то есть высокоточно. Дальше идет только болтовая сборка. Любая запчасть сейчас уже, ну, на протяжении, там, не знаю, год-полтора, наверное, любая запчасть от любого квадроцикла можно взять и переставить. То есть такой разницы, как было раньше при гаражной сборке, такого уже нет. То есть все делается в стапелях, все точно, запчасти все можно открутить с одного квадрика и прикрутить на другой. Ничего не надо переделывать. Также у нас, можете видеть, диски делаем сами полностью с нуля. То есть у нас есть станки, которые прокатывают его в конус, все это варим. Также у нас есть покрасочная камера, где мы красим раптором обшивки. Есть своя полимерная камера. Диски у нас все полимеренные полностью. Можете посмотреть вот внутри, снаружи. Полностью идет полимерное окрашивание. Это полимерная камера. Здесь мы красим силовые рамы, верхние части рамы. Это все идет порошковой окраской, то есть никаких там ржавчин, ни прокрасов и так далее уже в принципе быть не может. Да, рама целиком подвешивается и целиком помещается в камеру. И за один раз она вся прогревается и запекается, то есть получается однородное покрытие всей рамы целиком. Здесь у нас сборка идет мостов. Мосты мы получаем полностью новые. Абсолютно ни одной бэушной запчасти. Здесь происходит сборка, отладка, настройка. Установлено, сразу видите, пневмоблокировки ставим. Потом это все идет в покраску и устанавливается уже на квадрик. Вот это наш тоже, так скажем, прототип небольшой. Здесь у нас много, большой прототип, да. У нас много экспериментов постоянно проходит. Какие-то удачные, какие-то неудачные. Конкретно вот в этом случае установлен мотор Хонда 2,4 литра. Экспериментируем. Пока такое неоднозначное мнение. По идее должна быть прям пуля. Но 2,4 Toyota на шестерке не уступает ему, я скажу так. Поэтому тесты пока продолжаются. Также у нас были тесты с дизелями, мы играли. Пришли к выводу, что смысла в них особого-то и нет. То есть по экономии по топливу мы не заметили. Ну, на низах он, да, едет, но на верхах он не хочет ехать. То есть это дизель, он не любит большие обороты, а мы все-таки ездим быстро.
Поэтому мы 2 или 3 дизеля попробовали поставить, 2-литровые, там, ну, такие примерно небольшие дизеля. И, в принципе, отказались от них, и, наверное, дизелей не будет. Было много вопросов по ним, плюсов мы в них не увидели. Хонда, скорее всего, может быть, но она пока у нас в прототипе. Мы еще ее катаем. Это наш один из складов. У нас их несколько. У нас, я повторюсь, 5 цехов и 2 склада. То есть видно, да, что мы используем как бы новые запчасти. Очень много у нас номенклатуры. Вот, кстати, сиденье, о котором я говорил. То есть можно его сравнить с обычным сиденьем. Сейчас покажу, в чем его преимущество. Вот это сиденье, которое до сих пор ставилось на все наши квадроциклы. То есть, ну, кожзам прошит, внутри поролон. Вот в таком виде. В чем минус этого сиденья? В том, что сюда пропадает вода. В любом случае, хоть как там не герметизируй. И когда ты на него садишься, отсюда, ну, выбрызгивает чуть-чуть и намокает у тебя одежда. Вот. Плюс еще, вернее, минус в том, что здесь поролон. И когда на нем едешь какое-то время, там, ну, полчаса, час, то поролон все равно проминается. И ты едешь, грубо говоря, на фанере. Ну, пользователи, скорее всего, у меня поймут, о чем я говорю. Здесь идет эластичный пенополиуретан, который выполняется методом заливки в матрицу. Полностью формуется под вакуумом кожа. Никаких стыков, швов здесь нет. Соответственно, промокания не будет. Так же, как не будет и продавливания. Потому что здесь использован именно правильный материал, который используется в производстве автомобильных сидений. Это сиденье пока без подогрева. Сейчас фирма, которая изготавливает подогревы для автомобилей, она делает именно по нашей форме подогрев. Как они доведут до ума, так сидушки будут с подогревом и без подогрева, кому как нужно. Много запчастей мы уже показывали вам, которые изготавливаем под нашим брендом. А некоторые детали мы прям изготавливаем непосредственно у себя. Вот здесь видите патрубок для датчика ДМРВ. Здесь у нас идет вентиляция двигателя. Ну и все, и дальше пошло на фильтр воздушный. То есть довольно-таки уникальная запчасть, которую проще изготовить, чем где-то подобрать и что-то там напилить. Сейчас у нас пошла еще борьба за вес. То есть мы глобально пересмотрели свои наработки. И на одной только силовой раме, в которой крепятся рессоры, сейчас мы убрали 24 килограмма. То есть сейчас дальше еще движемся. Я думаю, что квадроцикл маленько схуднет, и это всем пойдет на пользу. Алексей Поздеев, производство квадроциклов «Сокол», испытано на себе. Испытано на себе. Друзья, ну а сейчас мы перенеслись в город Якутск, где также имеется филиал, который собирает квадроциклы «Сокол», собственное производство. Сегодня мы здесь уже сможем испытать на себе на все 100% эту технику. Попробуем на ней поездить, покататься, попробовать различные интересные функции, которые несет в себе квадроцикл «Сокол». Причем, немного забегая вперед, хотелось бы сказать, что их существует несколько моделей. Ну что, продолжаем. Ну, хотелось бы тебе показать новую технику. Концепция вездехода не меняется, потому что она совершенно, можно сказать. Но мы идем в плане увеличения
прочности нашей техники. На данной модели представлена новая шина, разработана специально по чертежам Сокола. Также эта машина обладает новыми мостами повышенной, усиленной, повышенной прочности. Также они обладают электро-блокировками в передней и задней оси. Ну а в основном это та же старая проверенная модель Сокола. Шина у нас есть заводская теперь двух видов, как отечественного производства, двухслойная и четырехслойная вот эта шина. Наименование двухслойный квадроцикл, но это еще мы название не придумали, просто Сокол. Четырехслойный Сокол. Вот. Да, и мосты производятся по нашим чертежам, специально, примерно конструктив подогнанный под Suzuki Jimny, габариты Suzuki Jimny. Сама мысль заказа этих мостов была в том, чтобы машину оставить в прежних габаритах маленького Сокола. Это 1,95 м и длина 3 метра. Ну, это удлиненная версия уже идет, более комфортная для пассажиров, как показала практика и эксплуатация наших клиентов. Они хорошо одобрили удлиненную версию. Но и в плане вот этой шины и мостов, я думаю, что машина будет работать намного безаварийнее, то есть без поломок. Основная масса наших заказчиков — это, наверное, сельский житель, наша техника жить и работать помогает, которые живут именно в таких условиях, где нету в принципе дорог, только зимники, и передвигаются, и скот держат, и каким-то хозяйством, и охота, и рыбалка, все на нашей технике. Ну, не знаю, в перспективе, возможно, придумаем к нему какую-нибудь сельскохозяйственную прицеп, типа косилки там и так далее, чтобы, как говорится, более расширить использование Сокола, не только как транспорт. Но в основном это сельские жители, оленеводы, коневоды, охотники, рыбаки, вот, ну и так далее. Сокол Про мы выпускаем на двигателе 1.8. Увеличили здесь топливный бак до 53 литров. Вот. Ну, также в основном это старая модель Сокола Про. Ну, вот только изменения вот по двигателю и по увеличенному объему бака, чтобы увеличить запас хода на этой машине. Сказать, я хочу ездить на охоту, рыбалку, допустим, да, и там привозить, грубо говоря, дичь домой. Либо, говорит, у меня есть, например, целое стадо оленей, я вот хочу как бы по тундре и так далее, по лесотундре передвигаться. Вы можете ему дать какие-то рекомендации, и какая модель ему подходит? Либо люди уже конкретно идут и сразу говорят, мне нужна вот такая-то модель. Ну да, в основной массе клиенты уже знакомы с техникой, которая к нам приходит. Где-то видели, у кого-то видели, как работает. Вот, на данный момент уже, потому что работаем уже более 3 лет. И наша техника уже, как говорится, можно сказать, в каждом районе и Улусе находится там на слеге. В основном люди видят пользу от техники, но порекомендовать можно так. Открытые леса, тундра, больше, наверное, как Про. Ну, цена его, конечно, там, ну, мало доступна, может быть, так считается, но эта техника больше для открытых местностей, потому что радиус поворота больше, она по габаритам больше, чем маленькая модель. Ну вот мы из-за чего и начали двигаться в сторону компактности, практичности, ремонтно-пригодности, и вот сделали вот эту машину. Я видел много, как сказать, видео, фото, где люди прямо очень сильно грузят квадроцикл Сокол, да, то есть там человек 6, подъем, например, едут, да, то есть это обычное дело. Какая грузоподъемность у модели Сокол? Ну, вот, чтобы да, люди знали, да. Хотелось бы сказать, конечно, об этом отдельно, да, потому что, ну, грузоподъемность машины 400 килограмм. Примерно 400 килограмм. Это 2 человека и плюс по 100 килограммов на каждый багажник. Ну и хотелось бы сказать людям, что это максимальная загрузка. Но так как техника позволяет вместить в себя больше, и люди от безвыходности ситуации, потому что надо производить, возить что-то там и так далее, конечно, грузит максимально. Это никуда не денешься.
Но также мы выпускаем прицепы. Сейчас и прицепы к технике для того, чтобы не грузили машину максимально. Прицепы выпускаем, тоже плавающие. Сейчас также можем делать и тенты на прицепы, чтобы груз был чистым, сухим. Ну а сейчас подошло время испытать на себе все прелести езды на квадроцикле Сокол. Сейчас мы переместимся буквально за ограду, чтобы показать, ну, по возможности, сколько нам даст рельеф местности, показать, что, как ездит, как двигаются эти квадроциклы. Ну что, друзья, здесь у нас находится сейчас 4 квадроцикла, которые изготавливаются в городе Якутске. Если быть точнее, то 3. Вот этот квадроцикл, он из города Новосибирска. Здесь его будут делать небольшой тюнинг, доработки. То есть заказчик привез из Новосибирска, и здесь уже его немного тюнингуют, дорабатывают уже под клиента. Вот этот квадроцикл Сокол Про, вот, который сейчас на бугре, это у нас квадроцикл Сокол на китайских мостах и с китайской резиной. То есть резина сделана специально для квадроцикла Сокол. Также у него есть установленные электрические блокировки. Ну, об этом еще расскажет Стас чуть поподробнее. А сейчас я попробую на Соколе Про покататься по этой местности. Давайте посмотрим. Самый большой квадроцикл в линейке квадроциклов Сокол, которые выпускаются на конвейере. Четко, четко. Это был Сокол Про, блокировки вообще даже не пригодились. Так, здесь все как и в автомобиле, то есть коробка передач автоматическая, можете посмотреть. Вот сейчас я нажал педаль тормоза правой ногой и переключаю, соответственно, на парковку. Все. Сейчас поедем, вон ребята катаются. Пытаются сделать так, чтобы квадроциклы застряли. Да, преимущество этой техники в том, что если видно хоть какое-то направление, ты просто туда едешь и нажимаешь газ. Но учитывая то, что у Соколов есть возможность установить лебедку на любой фаркоп, который находится спереди или сзади, лебедка обычная, квадроциклетная, то уверенность от этого увеличивается, не знаю, на 200%.
Хочется попробовать показать вам работу блокировок. Сейчас попробуем это сделать. Вот интересно, что начиная от задумки Алексеем Поздеевым, да, несколько лет назад, до вот этого дня, когда можно выбрать под себя квадроцикл именно для себя, да, то есть под ваши, допустим, требования. Хочешь ты просто на рыбалку, охоту ездить, либо ты работаешь в тундре, или для каких-то геологоразведочных работ, то есть разные модификации, разные вариации, ну и, соответственно, конечно же, разный бюджет. Друзья, ну а сейчас я на Соколе, у которого специально для квадроциклов Сокол изготовлены мосты китайские. Также китайские шины сделаны специально для завода Сокол. И вот эти мосты примечательны тем, что тут установлены электро-блокировки, которые я сейчас попробую испытать на себе. Итак, включаем, поехали. Первым делом нам нужно вот в этой канаве постараться вывесить квадроцикл диагонально, чтобы наглядно было все видно. Самому интересно. Так. Все. Как видите, вот это колесо и заднее правое висят в воздухе. Заднее правое видно? Нет? Вот, заднее правое тоже. То есть, например, вы едете по бездорожью, попали в колею в глубокую, и таким образом квадроцикл остановился. Ну, также то же самое применимо к автомобилям. Вот, сейчас делаем что? Переключаем коробку в нейтраль, да, то есть у нас было D. Включаем нейтралку и включаем обе блокировки, перед и зад. Все, теперь давайте посмотрим на результат. Включаю скорость и поехали. Как видите, квадроцикл уверенно пошел вперед. И уже вы можете выбраться из такой сложной ситуации. Но ситуации бывают разные. Класс! Друзья, ну что, просто супер день сегодня. Сегодня, кстати, у нас началось потепление в Якутске. Вот. Прям такие очень классные ощущения. Хочется, конечно, попробовать уже летом в условиях грязи. Возможно, у нас будет такая возможность показать, также испытать эти квадроциклы на бездорожье. Но я думаю, что тот факт, что эти квадроциклы пользуются огромной популярностью, и кроме того, что официальный завод — это город Новосибирск, это, соответственно, сам изобретатель Алексей Поздеев, и официальный филиал в городе Якутске, он единственный, то есть есть в Новосибирске, есть в Якутске, два официальных завода. Помимо этого, огромное количество клонов, все, кто не лень, делают эту квадроцикл. Это говорит о том, что эта модель, эта конструкция очень популярна, очень проста и, соответственно, пользуется огромным спросом. Ну что, я думаю, вам понравилось. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. С вами был Руслан Ачиров. До новых встреч! Квадроциклы «Сокол» испытано на себе.